сказываются огромные... То есть связисты доставляют нашу продукцию к потребителю. Является ли эта схема оптимальной по затратам, а главное, доступной? Попытка первого приближения к истине, предпринятая неделю назад, показала, что все не так уж просто. Охотно допускаю наличие технической некомпетентности, свойственной нам, гуманитариям. Однако экспертные оценки специалистов, к которым мы обращались, свидетельствуют, что основания для беспокойства у нас пока есть. Продолжим разговор. Сегодня внести ясность в это темное дело вместе с нашим корреспондентом Сергеем Насыровым будут пытаться министр транспорта и коммуникации Серик Буркитбаев и бывший руководитель Котелка Нурлан Сакипов. Созданная в нашей стране национальная спутниковая система телевещания никогда не была предметом общественного интереса. И тем не менее, эта сложная техническая тема затрагивает буквально каждого казахстанца, который не мыслит свою жизнь без телевидения. Проект, осуществленный акционерным обществом Котелка, по замыслу должен был привлечь в страну последние достижения современной технологии и создать систему так называемого непосредственного телевещания, которая могла обеспечить прием казахстанских телепрограмм на бытовые параболические антенны в любой точке республики и сопредельных стран, находящихся в зоне охвата спутника. Это должно было снизить государственное бюджетное ассигнование на трансляцию телерадиопрограмм и содержание устаревшей материальной базы. В предыдущей программе мы привели мнение нескольких специалистов, которые выразили серьезные сомнения в правильности выбранного Котелка пути. Речь шла о том, что принятый у нас стандарт передачи цифрового сигнала DigiCypher 2 несовместим с широко распространенным в мире стандартом DVB. Телерадиовещание Казахстана оказалось полностью технологически зависимым от одного производителя оборудования – американской фирмы General Instrument. Выпускаемые General Instrument индивидуальные приемные станции сегодня гораздо дороже, чем аналогичные, работающие в системе DVB, и в розничной продаже их нет. По мнению специалистов, это закрывает перспективу непосредственного вещания в республике. Ведь вряд ли найдутся желающие приобретать дорогой спутниковый комплект, зная, что из-за несовместимости сигналов ничего, кроме казахстанских телепрограмм, ловиться из космоса не будет. Таким образом, считают специалисты, мы получили закрытую изолированную систему, неспособную к самопроизвольному развитию. Другая, не менее актуальная сторона вопроса – финансы. Осенью этого года по инициативе правительства была проведена техническая экспертиза проекта национального спутникового телевещания. Рабочая группа выяснила, что стоимость приобретенного на государственные деньги оборудования 3 миллиона 300 тысяч долларов. Это почти в 2 раза больше проектной. А тарифы Котелка для раздачи программ телевидения почти в 18 раз выше запланирован. Если учесть, что бремя распространения программ государственного телевидения несет республиканский бюджет, то вопрос приобретает особую актуальность. Одним из тех, кто создавал Котелка, является нынешний министр транспорта и коммуникаций Серик Буркитбаев. Мы адресовали ему несколько очевидных вопросов. Просили обосновать выбор стандарта телевещания и фирмы-поставщика оборудования. Интересовались рентабельностью Котелка, а также тем, почему столь велика разница между проектной и фактической стоимостью распространения телесигнала. Просили приоткрыть завесу тайны над условиями контракта на получение госкредита. Да, в мире существует 2 конкурирующих стандарта. Это, как обычно, европейский стандарт и американский. Это нормально в мире технологическая конкуренция. Вопрос о том, где какой стандарт лучше и перспективнее, это сама жизнь покажет, товарищи, они новые. Но я вам гарантирую, что мы для нашей Родины выбрали лучший стандарт. Стоимость телевизионной составляющей оборудования, предусмотренная проектом и фактическая. То есть, это лучше у Сакипова спросите, я просто сейчас технически не владею этой ситуацией. Предусмотренная Котелка рентабельность. Ну, я думаю, что рентабельность, как обычно в любых хозяйствующих объектах, наверное, порядка 20%. Это можно спросить налоговая инспекция, антимонопольный комитет регулярно проверяет, здесь нет вопросов. Проектная стоимость распространения телевизионного сигнала и фактическая. Давайте это все отнесем к комиссии, хорошо? Просто я могу справку предоставить, чтобы вы ее зачли. Теперь сумма потраченных бюджетных ассигнований и их использования, что потрачено. Значит, я еще раз хочу повторить, что на создание базового проекта, который был утвержден и вот построен, ни копейки бюджетных средств потрачено не было.
Мы воспользовались советом министра и обратились для дальнейших разъяснений к бывшему руководителю «Котелка», а ныне президенту акционерного общества «Казахтелеком» Нурлану Сакипову. Но, к сожалению, ничего конкретного он не сообщил, ограничившись кратким заявлением. Добрый вечер, уважаемые телезрители. На прошлой неделе в программе ЖТК была дана информация о деятельности акционерного общества «Казахстанские телекоммуникации», которая не соответствует действительности. Вопреки утверждениям, сделанным в репортаже, задачи, поставленные правительством республики перед «Котелка», выполнены в полном объеме. С начала 1998 года на всей территории нашей страны теле- и радиопрограммы распространяются по сети «Котелка». А также наши программы смотрят посольство Казахстана в России, Узбекистане, Киргизстане, Туркменистане, консульство в Китае и жители Володарского района Астраханской области. Сеть «Котелка» – единственная в странах СНГ цифровая система распространения общественного телевидения, построенная на самой передовой технологии с высокой экономической эффективностью. Уже по результатам первого года работы все государственные инвестиции в проект полностью окупились. Поскольку делаются попытки ревизии реализованного проекта, мы предлагаем провести круглый стол со всеми оппонентами в прямом эфире. Все. Почти каждый день технической службе агентства «Хабар» приходится отвечать на звонки. Люди спрашивают, как можно поймать наш канал на спутниковую тарелку и в каком магазине продают комплект спутникового оборудования, работающий в стандарте DigiCypher. Вероятно, ответ на этот вопрос знают только в «Котелка». Как и то, каким образом проект национального спутникового вещания помог Казахстану снизить затраты на государственное телевидение. Сергей Насыров, Александр Родин для программы ЖТК. Судя по всему, вопрос не исчерпан. Но мы будем эту тему продолжать и обязательно дойдем до самой сути. Но вот на горизонте появляются признаки ее нового и довольно-таки неожиданного развития. Раз уж так все серьезно, и бюджет скуп, вынужденно скуп, а распространение сигнала требует так много денег, оно очень дорого, и нас, наверное, убедят, что это оправданно дорого, то тогда есть ли смысл содержать сразу 3 государственных канала? Может быть, следует подумать о некоем объединении в одну структуру с неизбежной и жесткой оптимизацией этой модели. В конце концов, логика обстоятельств подсказывает этот шаг. Как говорится, по одежке протягивай ножки. Если удастся, поговорим об этом в следующий раз. Основатель и руководитель легендарного ансамбля «Дос Мукасан» Мурат Кусаинов подошел к своему 50-летнему юбилею. Это обстоятельство дает нам прекрасный повод пустить Алия Исмағамбетова, режиссердің ассистенті Айтолқын Ықсан. Ал комментар. Еліміздің шалғай аймақтарын қамти алмайтын. Сондықтан да 80-ші жылдары спутниктік жүйе арқылы хабар тарату басталды. Бұл жүйе әрі арзан, әрі сапалы, және кез келген нүктеден қабылдауға болады. Алғашында горизонт, молния болып басталған бұл жүйе бүгінде сапасын жоймай, жарық станциясы болып жұмыс істеп тұр. Байланыстың барлық түрін қамтитын осы спутниктік жүйенің өзіміздің қазақстандық системасын құру мақсатында 1995 жылы республика үкіметі арнайы қаулы қабылдады. Қаулы бойынша Қазақстан телекоммуникациялық консорциумы «Котелка» құрылып, оған еліміздің бәріне ортақ теледидар жүйесін дамыту мен бюджет қаржысын үнемдеу міндеттері жүктелді. Бірақ 1997 жылы алғашқы телесигналдар беріле бастағанда қаулының орындалмағаны анық болып шықты. 97 жылдың былтыр көктемінде алғашқы сигналды шығарғанда сигнал мүлдем бізге жат өтен система болып шықты. Мысалы үшін PAL системасында шықты. Олардың қолданған стандартында біз пайдаланатын SECAM системасына шығу мүмкін емес еді. Өкінішке орай біздің Қазақстанның сигналын бірде-бір ел қабылдай алмайды. Біз тек өз сигналымызды өзіміз ғана қабылдаймыз. Арнаулы, оның үстіне бағасы жоғары қымбат приемдер арқылы, қабылдағыштар арқылы
Сөйтіп біз елдің бәрі көре алатын ашық теледидардың орнына толқынын арнаулы қондырғылар ғана қабылдай алатын DigiCipher жүйесін алып қойыппыз. Біздің спутниктік сигналдарымызды Америкадағы біраз елдерден басқа кеңінен таралған DVB жүйесіндегі Азия, Еуропа елдері көре алмайды екен. Қазақстан ақпараттар айдынындағы жалғыз арал болып қалды. Кешегі Астана тұсаукесерін әлемге жарияладық десек те, тіпті көршілеріміз де көрмеген болып шықты. Қазақстандық бағдарламаларды алыс жақын шетелдердегі қандас бауырларымыз тамашалай алмайды. Республикалық бюджеттен бөлінген қаржыны телебағдарламаларды таратуға пайдалану ісін тексеруге құрылған үкімет жұмыс комиссиясының алғашқы қорытындылары осындай. Тіпті өзгені қойып, өз еліміздегі телегөрермендерге қазақстандық бағдарламаларды көру арман болып қалды. Міне мынау Алматыдағы спутниктік теледидар дүкені. Осы дүкеннің иесі Сергей Богатырев теледидарын әрі-бері ақтарып, қазақстандық бағдарламаларды тауып бере алмады. Оның айтуынша дүкенге алыстағы шопандар мен көрші елдердегі қандастарымыз қажетті қондырғылар сұрап жиі келеді екен. Өкінішке орай ондай жабдықтар жоқ. Котелканың приемниктері әрқайсысы қазір $2,5 шамасында тұр. Ал енді ашық системадағы приемниктердің ең қымбаты $250, ал арзаны $150 болып отыр. Оның үстіне DigiCipher қондырғыларын тек қана америкалық General Instrument компаниясы шығарады. Яғни бүкіл қазақстандық спутниктік байланыс жүйесі бір ғана компанияға тәуелді болып отыр. Ал өнім өндірушінің спутниктік байланыстан күткені тәуелділік емес, жариялық болатын. Кез келген өнім өндіруші, мысалы хабар таратушы, өзінің хабарының ауқымы кең болғанын қалайтын сөзсіз. Мысалы біз хабар ақпараттар агенттігі бола тұрғанда біздің жасаған өнімімізді неғұрлым ауқымы кең аудитория көрсін деп қалайтынымыз да рас. Мысалы алғанда теориялық жағынан алсақ, біз спутник байланысқа шыққаннан бері, тарату жүйесіне шыққаннан бері, мысалы алғанда теориялық жүзінде бізді 64 миллион халық көре алады екен. Және тек қана Қазақстан емес, алысқа жақын шетелдерде көру міндетті. Бірақ та біздің сигналды бейнелеріміз таратушы котелканың арқасында бізді көпшілік халық көре алмай тұр. Алыстағы жақындарға айтайық, өзіміздің ішімізде мысалы Үржар ауданы жақында ғана қосылып жатыр. Мысалы іргеде тұрған Нарынқол, мысалы Шымкенттегі Жетісай аудандары біз әлемге дейін көре алмай тұр. Сөйтіп котелка үкімет жүктеген міндеттердің бірінде орындамаған екен. Онда желге ұшқан салық төлеушілердің қаржысының қайтарымы қандай болмақ? Міне біз темір қоршаудың ішінде тұрмыз. Қолдан жасалған бұл ақпарат қоршауы кімнің мүддесін көздейді? Елімізде тыныштық. Егер бірдеңе бола қалса, біз әлемге жарсала аламыз ба? Бізді өзгеге тәуелді болғанда котелка не ұқты? Міне осындай сауалдармен біз котелка компаниясына арнайы келген едік. Өкінішке орай олар біздің сұрақтарымызға жауап беруден бас тартты. Дегенмен де олар шетелден мамандар шақырып, осы жүйенің артықшылығын дәлелдемек екен. Ақша төлеуші біз көре алмағаннан кейін, ол жүйенің артықшылығы кімге қажет? Серікжан Болат, Талғат Ілімжан, Хасен Омақұлов, арнайы 7 күн үшін. Апта соңында Алматы, жалпы Қазақстан Құрманғазы тойының соңғы нүктесін қойды. Жыл бойы созылып, облыс орталықтарында қырғыз, түрік, түркмен және орыс жерлерінде жалғасқан мерекелік шаралар Алатау баурайындағы Республика сарайында салтанатпен аяқталған. Түркі елдері атынан Құрманғазы жерленген Ресейдің Астрахан облысынан қонақтар келді. Елбасымызда Құрманғазының нового тысячелетия представляется более чем очевидной. И хорошо бы войти в приличный дом и сесть за общий стол, одевшись побогаче, понаряднее. Но если нет такой возможности, то хотя бы чистыми и опрятными. Вот и хочется взглянуть на сегодняшнюю телевизионную одежку попристальнее, чтобы случайно не предстать перед честным народом, когда на пир позовут, в дьявольски дорогом смокинге и дедовских лаптях. Такое иногда бывает. Мы ведь привыкли рассуждать о телевидении как о культурно-психологическом явлении. Нам уже ясно, какой колоссальной властью оно обладает. Мы уже догадываемся о том, как важно, в чьих оно руках, и насколько эти руки должны быть чисты. Но мы очень редко, почти никогда не говорим о технической стороне телевидения, простодушно доверяя ее специалистам. Доверяй, но проверяй. Нам нужны ясные и убедительные гарантии, что технологическая схема распространения и получения телевизионного сигнала оптимальна по затратам и, главное, проста для потребителя, доступна. Нам нужно избавиться от опасений, что эта схема может включать в себя возможность какого-либо чрезмерного влияния на телевидение. Ведь нельзя забыть, что оно таит в себе вечный соблазн монопольного им владения с целью извлечения разного рода дивидендов, от финансовых до политических.
Именно с этой целью мы предпринимаем исследование, с первой частью которого вас познакомит Сергей Насыров. Обычный телезритель, включая вечером телевизор, даже не подозревает, какие колоссальные силы обеспечивают его приятный просмотр. Космические спутники, приемные и передающие станции, тысячи специалистов следят за тем, чтобы сигнал дошел до каждого дома, где есть телевизор. Бурное развитие телевизионной сети началось в 70-е годы. В Казахстане десятками строились наземные радиорелейные линии, которые обеспечивали передачу сигнала на большие расстояния. Со временем телепрограммы казахского телевидения стали получать все города и крупные аэроцентры. Но в какой-то момент стало ясно, что система наземных станций имеет огромный недостаток. Из-за своей дороговизны она не может охватить всю территорию республики. Поэтому параллельно развивалось спутниковое вещание. Спутники «Молния», а затем «Горизонт» позволили осуществить доведение программ до самых отдаленных и малочисленных населенных пунктов. Впрочем, обеспечить стопроцентного охвата и качества картинки не удалось и тогда. Технический прогресс предлагал новые решения проблемы. Это цифровое телевидение и так называемое непосредственное телевещание, когда сигнал со спутника приходит на индивидуальное приемное устройство, минуя при этом большие приемопередающие станции. В 1995 году был разработан и утвержден правительством проект национальной спутниковой системы телевещания, который предусматривал трансляцию в цифровом стандарте 5 телевизионных и 5 радиопрограмм. Не в последнюю очередь это делалось ради экономии средств государственного бюджета. Специально под проект был создан Казахстанский телекоммуникационный консорциум «Котелка». Он и взял на себя все бремя внедрения новых технологий и распространения телепрограмм. Однако сегодня специалисты говорят, что мы получили совсем не то, что хотели. Выбранный специалистами «Котелка» стандарт вещания DigiCypher несовместим с самым распространенным в мире стандартом DVB. Ни одна страна наших соседей. Казахстанские диаспора, проживающих в соседних наших странах, от Киргизии до Монголии, от Узбекистана до России, не говоря о Турции и так далее. Хотя сигнал спутника покрывает и эти территории, не могли смотреть и не могут смотреть и сегодня казахстанские программы. И наши фермеры, проживающие в селе и так далее, которые с помощью движка смотрят программой России, не могут переключиться и воспользоваться нашими услугами, не могут смотреть казахстанские программы. Это получилось только из-за того, что фирма «Котелку» применил вместе всемирно применяемый во всех странах, в том числе Европе и Азии, стандарты применил закрытый стандарт, ограниченно распространенный в странах Латинской Америки первые годы, Китая и Кореи, в странах Африки систему DigiCypher 2. Другими словами, сегодня любой потребитель, поставив на своем балконе спутниковую тарелку, может поймать все, что угодно, только не программы казахстанского телевидения. Первыми эту проблему почувствовали дилеры телевизионного оборудования. Покупатели очень интересуются, можно сказать, почти что каждый день приходят и спрашивают за областей, чтобы смотреть хабар. Казахстан на день. Мы говорим, что нет пока такого оборудования. И просто найти его, и оно стоит, допустим, дороже, чем тем, что мы пользуемся сейчас. Чтобы поймать казахстанские телеканалы со спутника, теперь нужно заказывать специальное оборудование на фирме General Instrument, которая является единственным производителем в мире. Это напрямую ущемляет интересы вещателей, так как они заинтересованы в максимальной доступности своей эфирной продукции. Мы на сегодняшний день изолированы от производителей приемного оборудования и оказались изолированы информационно от наших ближайших соседей. А телезрители наши чувствуют? Телезрители наши внутри страны тоже не имеют на сегодняшний день возможности обеспечить прием этих программ легкими, доступными способами по доступной цене. Осенью этого года по инициативе правительства была проведена техническая экспертиза реализации проекта спутниковой системы телевещания. Ее предварительные выводы неутешительны. Котелка, пользуясь слабым надзором со стороны Министерства транспорта и телекоммуникаций, допустила вопиющие технологические нарушения. Не выполнена одна из главных целей проекта – организация непосредственного телевещания. Поэтому население Казахстана, а также наши соседи лишены возможности приема государственных телепрограмм непосредственно со спутника на бытовые параболические антенны.
На мировом телефоруме, прошедшем на этой неделе в Нью-Йорке, говорили о том, что мир превратился в одну большую телевизионную деревню. Но не станет ли